Таджики не согласны с таким приговором. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой скандал набирает обороты. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд города Душанбе оставил без изменений приговор блогеру и известному бойцу ММА Чоршанбе Чоршанбиеву. 13 мая суд столичного района Исмаили Самани приговорил Чоршанбиева к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя через интернет. Чоршанбиев и его адвокаты назвали тогда приговор суда необоснованным и незаконным. Решение суда города Душанбе было оглашено 29 июня. По словам адвокатов осужденного, суд оставил приговор первой инстанции без изменений и отклонил кассационную жалобу. Обоснования, по которым суд счел оставить приговор суда без изменений, неизвестны. Адвокаты Чоршанбе Чоршанбиева сообщили 3 июля, что еще не решили, будут ли обжаловать решение суда города Душанбе или нет. На следующей неделе мы встретимся со своим подзащитным в СИЗО и определим его позицию. Потом решим, обращаться ли в кассационный суд или нет, сказали они. Официальные структуры не комментируют подробности дела и приговор Чоршанбе Чоршанбиеву. Ранее суд района Исмаили Самани отказывался от комментариев, ссылаясь на то, что приговор еще не вступил в законную силу. Приговор вступает в законную силу после решения суда кассационной инстанции. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. 30 декабря 2021 года Чоршанбе Чоршанбиев был депортирован из России за нарушение ПДД и арестован в Душанбе. Прокуратура изначально сообщила, что в отношении Чоршанбиева возбуждено уголовное дело по 2 статьям Уголовного кодекса Таджикистана: 189 разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, региональной, конфессиональной вражды или розни и 307 публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан. В ходе следствия первое обвинение Чоршанбиева было снято. Дело Чоршанбе Чоршанбиева вызвало широкий резонанс в обществе, и несколько спортсменов смешанных единоборств в России также призвали к его освобождению. Адвокаты утверждают, что основным доказательством против спортсмена является видеозапись его обращения, распространенная в сети в конце ноября 2021 года. Видео спортсмен упоминает ноябрьские события 2021 года в Хорогии, в результате которых погибли 3 человека и десятки получили ранения. Чоршанбиева обвинили в подстрекательстве людей к протестам против государственной власти. Именно к такому выводу пришел политолог, имя которого не упоминается. По его словам, на видео Чоршанбиев призывает граждан Таджикистана встать против законного правительства. В свою очередь, преподаватель Института филологии и журналистики Нижегородского университета Елизавета Колтунова заявила, что вызвавшие споры высказывания Чоршанбиева не содержат никаких психологических или лингвистических признаков призыва к насилию, в том числе к подрыву устоев общества и государства. По словам его адвокатов, Чоршанбиев заявил в суде, что у него не было намерения дестабилизировать ситуацию. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!